Барателя Беслан Владиславович родился в 1977 году. В 2001 году окончил экономический факультет МГУ. Вошел в число 100 лучших выпускников российских вузов 2001 года. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности развития экономики в условиях ее полной долларизации». В 2002 году изучал курсы по экономическому развитию в Лондонской школе экономики. Автор 25 научных статей. С 1998 по 2004 года работал на кафедре мировой экономики экономического факультета МГУ. С 2004 года преподаватель Абхазского государственного университета. В настоящее время доцент кафедры экономической теории, декан экономического факультета АГУ. В экономической литературе принято обсуждать особую группу факторов, сыгравших большую роль в экономическом развитии Японии. Я не буду перечислять, их очень много, но один-два, наверное, просто вспомню. Это, например, гомогенность японской нации, но антивоенная конституция Японии и так далее, и так далее. Мой вопрос заключается в следующем. Можно ли какую-то особую группу вот таких вот факторов выделить, которые смогут сыграть большую роль, особую роль в экономическом развитии Абхазии? Безусловно, в мировой экономике существуют примеры стран, хотя их небольшое число, которые продемонстрировали достаточно успешные темпы экономического роста, преобразования в экономике. И каждый раз, как в случае с Японией, в 70-х, 80-х годах существовал специфический набор этих факторов. Позже появился Сингапур, потом уже сейчас говорят об Ирландии, об экономическом чуде. Здесь нет универсальных факторов. В каждом случае речь идет о специфических факторах, которые работают на том или ином историческом этапе, там, на этапе развития экономики. Вот, скажем, та же Япония, о которой говорили много лет, даже несколько десятков лет, как о японском чуде, которое демонстрировало достаточно высокий темп роста, порядка 10-14% в год, в последние десятилетия-два она захлебнулась. То есть те модели, те факторы, которые являлись главными в процессе экономического развития, они сегодня тормозят этот процесс. И поэтому сегодня пример Японии является примером экономической стагнации на фоне других развивающихся экономик. Я сегодня постараюсь на лекции об этом рассказать, но во всяком случае вывод один: универсальных факторов не существует. Мировая экономика время от времени сгибается, скажем так, тяжело от кризисов. И с 2008 года, с начала финансового кризиса, последствия идут очень тяжелые. Мне было бы интересно знать, разные модели экономики, они по-разному отреагировали на ситуацию? Безусловно, разные модели по-разному реагируют на ситуацию, связанную с распространением мирового финансового кризиса. И связано это главным образом с уровнем развития экономики, степенью интегрированности в мировую. Чем менее развита экономика и чем она меньше интегрирована, в частности, в мировую финансовую систему, тем меньше испытывает на себя последствия негативных шоков. И, соответственно, чем она более развита, чем развиты финансовые рынки, чем они более интегрированы, соответственно, тем больше испытывает на себя влияние тех процессов, которые происходят в мире. Все зависит от того, насколько страна активно участвует в мировых финансовых процессах. К сожалению, у нас нет пока национальной экономики, которой можно было бы гордиться, но тем не менее, как можно обозначить модель нашей экономики? Модель нашей экономики, чему она, конечно, близка, по крайней мере? Но сегодня ее можно характеризовать как развивающаяся экономика с доходом ниже среднего уровня, которая, я бы сказал, пока в поисках пути формирования национальной модели развития, и которая в основном, развитие которой поддерживается за счет внешней помощи. Здравствуйте, ребята. Добрый день, друзья. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. За кафедрой декан экономического факультета Абхазского государственного университета, кандидат экономических наук,
Барателя Беслан Владиславович. Значит, ребята, тема лекции «Основные тенденции развития мировой экономики». Но дело в том, что я вижу у нас много первокурсников, которые еще не имеют представления о мировой экономике, поэтому немножко сложно будет о мировых тенденциях говорить. Но тем не менее я попытаюсь ввести в курс дела и буквально несколько минут посвящу тому, что из себя представляет мировая экономика, а потом мы перейдем к тем тенденциям, о которых я хотел бы сегодня рассказать. Но вы знаете, что сегодня в мире насчитывается более 230 стран и территорий. Точно вам никто не скажет, сколько стран и территорий. Дело не в том, что сложно посчитать. А вы понимаете, что существуют такие страны и территории, которые признаны не всеми странами мира, которые не входят в Организацию Объединенных Наций. Например, мы возьмем Абхазию, нашу страну, да, если будут органы Российской Федерации перечислять список стран и территорий, то мы попадем в этот список как страна. Если, например, это будет делать какая-нибудь другая страна, которая нас не признает, соответственно, мы в этот список не попадем. Тоже можно сказать о Тайване, да? Те страны, которые признают Тайвань, посчитают ее как страна, другие страны ее как страна считать не будут. Поэтому экономисты, в принципе, часто отходят от политического статуса территории. Но считается, что если имеется национальное правительство, если налоги платятся в централизованный фонд с этой территории, то, в принципе, неважно, страна это или признанная или нет, то, тем не менее, значит, это отдельная единица, которая находится в поле зрения экономистов. Поэтому и говорим о том, что существует более 230 стран и территорий. Так, значит, посмотрим на доску. Я сейчас попытаюсь очень образно вам представить. Значит, в мире 230 стран и территорий, все рисовать не буду, но хотя бы несколько. Допустим, есть крупные экономики, да, такие как США, есть поменьше экономики, например, как Бельгия, есть очень маленькие экономики, совсем маленькие и так далее. Вот когда мы говорим о мировой экономике, мы говорим не просто об экономике вот этих стран, которые существуют на нашей планете сегодня, но говорим также о взаимодействии этих экономик. То есть, таким образом, мировая экономика сегодня может вот таким образом представлена, да, быть? Идея понятна. То есть, есть такие сегменты в каждой экономике, которые соприкасаются с экономиками других стран, да? Вот здесь вот в области пересечения формируется мировая экономика в узком смысле слова, то есть именно отношения экономические, которые связывают одну страну с другими странами, а в широком смысле слова это экономика как совокупность национальных экономик в их взаимодействии. Да? Значит, если говорить об экономике отдельной страны, то мы получаем национальную экономику, которую мы изучаем с ее отраслями, с ее проблемами и так далее. А если мы говорим о мировой экономике, то в особую сферу выходит вот эта область. Область, которая связывает одну экономику с другой. Сегодня нет практически таких стран, ну, может быть, за исключением Северной Кореи, которая развивалась авторкично. Авторкично означает с опорой на собственные силы, без контактов со внешним миром. Все страны в той или иной степени взаимодействуют друг с другом. Поэтому вот эта сфера, она очень интересна, она развивается, расширяется и, соответственно, представляет интерес для экономистов, занимающихся проблемами мировой экономики. Что из себя представляют вот эти отношения? Какие отношения экономические существуют между странами, которые позволяют говорить об открытии национальных экономик? Ну, во-первых, это международная торговля. Это самая ранняя форма отношений между экономиками. Сегодня она представлена не только торговлей товарами, но и торговлей услугами, которые динамично развиваются и по темпам роста опережают торговлю товарами. Это также международное движение капитала. То есть все, что связано с перемещением финансов из одной экономики в другую экономику и так далее. Речь также идет о растущем движении или по-другому миграции рабочей силы. Также существуют отношения, связанные с участием в международных экономических организациях.
поскольку усложняющиеся процессы взаимодействия между экономиками требуют регулирования со стороны либо национальных органов, либо организаций, которые занимаются этими вопросами. Также участие в процессах международной экономической интеграции, которые набирают обороты в последние десятилетия. Международная экономическая интеграция. И в последнее время все чаще говорят о новой тенденции, которая захватывает все эти экономики. Это глобализация мировой экономики. И об этих тенденциях мы сегодня поговорим. Если говорить о мировой экономике как о сложной, многоплановой, многоуровневой системе, то необходимо выделить основных субъектов мировой экономики. Кто же делает эту мировую экономику, из чего она состоит? Но главным образом экономика состоит из национальных экономик, о чем мы говорили. Да? Поэтому вот эти 230 стран и территорий, которые участвуют в формировании мировой экономики, они представляют из себя разные единицы, разные с точки зрения веса в мировой экономике, с точки зрения уровня развития экономики, с точки зрения того, что происходит в этих странах. Существует много классификаций и возможностей объединить эти страны в группы по определенным признакам, но наиболее общей схемой, которая может отразить группы стран в мировой экономике, является следующая. Если все страны взять, то их можно разделить на условно две группы. Значит, в этой группе стран у нас развивающиеся страны, а в этой группе, во второй, индустриально развитые страны. По количеству развивающихся стран в разы больше, чем индустриально развитых стран и территорий. Развивающихся стран около 200, индустриально развитых стран около 30. Почти в 7 раз, да, по количеству развивающихся стран больше. Но по весу в мировой экономике, по значимости для развития мировой экономики, конечно, доля индустриально развитых стран заметно выше, превышает 50%, точнее 2/3 мировой экономики приходится на индустриально развитые страны. Причем на такую экономику, как США, на одну единственную, приходится 20% всей мировой экономики. 20%. Если взять мировую экономику как однородную систему, то совокупный объем валового мирового продукта, то есть это сумма ВВП всех стран мира, составляет порядка 60 триллионов долларов в год. 60 триллионов долларов. И порядка 20%, да, 20% приходится только на Соединенные Штаты Америки, на одну страну. То есть вес этой страны очень большой, и, соответственно, те процессы, которые происходят в США, очень сильно отражаются на те процессы, которые связывают экономику одной страны с другой, то есть на всю экономику. Понятно, потому что очень крупная экономика. Но можно сказать, что приблизительно также около 20% приходится на Европейский Союз, который включает сегодня 27 стран Европы. На Россию приходится порядка 2% мировой экономики, не более. Я как-то пытался посчитать долю Абхазии в мировой экономике, но вы понимаете, что она очень-очень маленькая, где-то, наверное, вот так будет. То есть в зоне погрешности, слишком маленькое население, слишком маленький потенциал. Огромная Россия по сравнению с нами, да, и то набирает всего 2% мировой экономики, у нас, конечно, значительно меньше. Так вот, индустриально развитые страны, это главным разделением является ВВП на душу населения. Существуют разные подходы, и разные организации по-разному представляют эту группу. Но общая схема такова. Если ВВП превышает порядка 20 тысяч долларов в год, ВВП на душу населения,
то страну можно относить к развитой стране и, соответственно, вписывать в эту группу. Но, опять же, свыше 20 может быть по-разному. Скажем, Греция, Испания – самые бедные страны из развитых стран мира. В то же время там существуют такие страны, как Люксембург, Лихтенштейн с доходами свыше 100 тысяч долларов на человека в год. Все это развитые страны. Это США, Канада, страны Евросоюза, многие страны Европы, которые не входят в Евросоюз, также Япония, Австралия, Новая Зеландия и некоторые другие. Вот развивающийся мир, он очень пестрый, очень пестрый. Сюда входят страны с доходами на душу населения, то есть ВВП на душу населения от $100, от 110 долларов в год. Есть такие бедные, очень бедные страны. Но есть страны, которые, в принципе, по уровню подушевого дохода подтягиваются к развитым странам. Поэтому развивающиеся страны делятся по уровню развития на 3 группы. Это наименее развитые страны, да, ну, меньше 1000 долларов на человека в год. То есть самые бедные страны в мире, их около 50. Их около 50. В основном находятся в Африке, Азии, Латинской Америке. Страны со средним уровнем развития, я обозначаю по буквам, чтобы время не тратить на писанину. Значит, получается страны со средним уровнем развития и новые индустриальные страны, наверное, вы слышали о них. Это страны, которые уже вот по уровню развития подтягиваются к развитым, и, может быть, в недалеком будущем они перейдут в группу развитых стран. Таких стран тоже не очень много, около 15, а в основном все страны – это страны со средним уровнем развития. Но поскольку их почти 150, то они тоже делятся на 2 группы. Значит, ниже среднего уровня и выше среднего уровня. Вот эти страны, развивающиеся со средним уровнем развития, на 2 подгруппы делятся. И вот, например, в такую группу стран входит и Абхазия. Абхазия. То есть, учитывая ВВП, ну, слава богу, мы не наименее развитая страна, и в эту группу 50 самых бедных не входим. Но, конечно же, мы и не новая индустриальная страна, а страна с доходами ниже среднего уровня, и в обозримой перспективе мы должны как бы постараться перейти в группу стран с доходами выше среднего уровня. Но все будет зависеть от того, как мы будем развиваться. Вот картина выглядит таким образом. И вот это взаимодействие стран, взаимодействие экономик формирует так называемую мировую экономику в узком смысле слова, о котором я сегодня хотел бы сказать. И как вы понимаете, что эпицентром и ядром всех этих процессов являются индустриально развитые страны. То есть вот эти, да, крупные страны, крупные экономики, как Япония, как Германия и так далее, которые, в принципе, на которые приходится 2/3 всей мировой экономики. Так что же происходит сегодня в мире и каким путем развивается мировая экономика? Если говорить о самой главной тенденции, которая началась лет 20-25 назад, ну, можно сказать, с конца 80-х, начала 90-х, это глобализация мировой экономики. Глобализация мировой экономики – это процесс усиления взаимозависимости между странами или качественно новый уровень интернационализации экономики, который приводит к формированию мировой экономики. Но если образно совсем показать графически, то вот я вам сказал, что есть экономики, да, вот они взаимодействуют, да, то глобализация приводит к тому, что, значит, доля взаимодействия, степень взаимодействия усиливается, и в итоге экономики переплетаются друг с другом. Понятно, да? Это процесс усиления взаимозависимости. Если мы будем говорить о глобализации, существуют факторы, которые способствуют этому процессу. Почему именно в последние десятилетия этот процесс начался? Во-первых, существуют политические факторы, связанные с распадом биполярной системы. Помните, развалился социалистический блок, и значительная часть стран, которые развивали плановую экономику, перешли,
на рыночный путь развития и стали интегрироваться в мировую экономику. То есть это способствовало усилению, значит, взаимозависимости этих экономик от тех процессов, которые происходят в мире. Во-вторых, это и экономические факторы, связанные с либерализацией внешнеэкономической деятельности. Что за либерализация? Это снижение таможенных пошлин, уменьшение квот, уменьшение различных препятствий, все то, что способствует развитию торговых экономических отношений между странами. Скажем, если в середине 20 века средний размер таможенной пошлины в Европе составлял порядка 40-50%. То есть вы возите с автомобиля с Германии во Францию, да, вам надо было половину стоимости автомобиля заплатить на таможне, чтобы растаможить. Конечно, при таких высоких пошлинах торговля не могла бурно развиваться. То сегодня эта ставка в развитых странах опустилась до 3-4%, ну почти в 10 раз меньше, а в Евросоюзе так вообще полностью отменена. Естественно, все это способствует развитию торговых отношений и, соответственно, усилению взаимозависимости. Еще не менее важным фактором, усиливающим процессы глобализации, является технические факторы. То есть речь идет о развитии средств связи, телекоммуникации, интернета и транспорта. Да? Благодаря тому, что сегодня существует интернет, экономики становятся ближе друг к другу, конкуренция обостряется, и перед гражданами любой страны появляется через интернет видеть то, что происходит в мире, например, выбирать страну, куда можно поехать на отдых, или купить товары подешевле из-за границы завезти и так далее. То есть интернет способствует тому, что импортно-экспортные операции стран, они очень быстро развиваются, и это приводит к удешевлению самих товаров и услуг, поскольку благодаря вот такой открытости, благодаря конкуренции цены начинают очень сильно падать. Глобализация – это объективный процесс, это не решение каких-то стран, правительств назначать этот процесс, это процесс развития, который основывается на естественном развитии экономики и необходимости ее интеграции в мировую экономику. Поэтому нельзя сказать, что ее можно или кто-то сможет остановить. Но только если закрыть границы, отрезать интернет, значит, отключиться от связи, можно как-то, вот как это пытается сделать сегодня Северная Корея. Но, правда, цена отказа от этого процесса будет очень высокая. В то же время, если мы говорим о глобализации, нельзя сказать, что она затронула все страны в одинаковой степени. Ведь глобализация – это процесс усиления взаимозависимости. Это означает, что в большей степени в этом процессе участвуют наиболее развитые страны, в то время как наименее развитые страны слабо подключены к этому процессу. Если мы представим политическую карту мира, да, и окрасим значит, все страны цветами, которые будут отражать степень глобализации, то самыми яркими какие будут страны? Естественно, развитые страны мира, а страны Африки, южнее Сахары, будут слабо окрашенными. Понятно. Поэтому и то, что происходит в мире, очень плохо отражается на этих экономиках. Почему, например, сегодня от кризиса на мировых финансовых рынках в первую очередь страдают развитые экономики? Потому что они в большей степени интегрированы в мировую финансовую систему и испытывают на себе проблемы развития этого сектора. Мы же не слышим, что в новостях говорят, там, экономика Чада или экономика Конго испытывает сложности из-за того, что разразился мировой финансовый кризис в прямом смысле слова. Нет, потому что эти страны слабо интегрированы. Это с точки зрения распространения глобализации по территории. А вот если говорить о рынках, то и рынки не в одинаковой степени интегрированы. В первую очередь интегрируются и участвуют в процессе глобализации финансовые рынки. С чем это связано? С тем, что финансы сегодня, благодаря развитию интернета, благодаря появлению новых финансовых услуг, благодаря
развитию банковской инфраструктуры. Финансы легко перемещаются из одной страны в другую, на это не требуются колоссальные, значит, усилия и время. Сегодня можно в течение 2-3 минут перевести деньги из Абхазии в Австралию, из Австралии в Америку и так далее. Поэтому самым интегрированным рынком и наиболее глобализированным являются, значит, финансовые рынки. Потом хуже интегрируются рынки товаров, товарные рынки. То есть, связано с тем, что финансам легче переместиться из одной страны в другую, а товар все-таки нужно вывести, да? Но тем не менее, по сравнению с серединой 20 века объем торговли товарами вырос в 15 раз. Это очень, можно сказать, взрывной характер развития торговли, и это способствует тому, что зависимость экономик от экспорта очень сильно увеличивается. Сегодня сложно представить экономику, и в перспективе это будет сделать еще сложнее. Значит, поставить экономику на путь развития без интеграции на мировые рынки, без увеличения экспорта. Да? Поэтому, если мы говорим об Абхазии, об абхазской экономике, понимая, что это общемировая тенденция увеличения открытости национальной экономики, мы должны понимать, что нашу модель, которую мы будем выстраивать, она должна быть ориентирована на внешние рынки, экономика должна быть ориентирована на экспорт. Иначе альтернатив развитию нет. Отсюда следствие какое? Чем меньше экономика по своему размеру, и я не имею в виду размер территории, а по размеру ВВП, тем, соответственно, больше потребность экономики в участии в международной торговле и больше, соответственно, экспортная квота, отношение экспорта к ВВП. Глобализируется, хотя и в меньшей степени, также и рынок труда, миграция рабочей силы. Сегодня в мире насчитывается порядка 200 миллионов мигрантов. Это колоссальное число. Это население, число людей, которое превышает население России в 1,5 раза. 200 миллионов мигрантов, которые выехали с мест постоянного проживания в другие страны с целью получения заработков. И мы сегодня в Абхазии тоже видим, как эти процессы затрагивают и нашу экономику. Огромное количество мигрантов работает в Абхазии. Этот процесс тоже активно развивается. И есть такие оценки, которые говорят о том, что к середине 21 века в мире мигрантов может быть уже почти 500 миллиарда человек. Отсюда возникают очень сложные проблемы для развития национальных экономик, поскольку в некоторых странах развитие тех или иных отраслей полностью зависит от наличия мигрантов. Вот уедут мигранты из страны, и отрасль просто погибнет. То есть становится момент от людского ресурса, который привлекается из других стран. Но также глобализируются и другие сферы, другие отрасли экономики. То есть этот процесс, который затрагивает все из экономики без исключения, просто одних затронул больше, в большей степени, поскольку экономика развита, а других затронул в меньшей степени, поскольку экономика находится только на начале своего, значит, пути экономического развития. Значит, вывод какой? Глобализация не стала пока глобальной. Глобализация не стала глобальной, но это направление, мейнстрим, как говорится. Глобализация, помимо того, что является объективным процессом, выступает в качестве субъективной стратегии. Вот что происходит, и к чему нашей экономике тоже нужно быть готовыми. Ведь фактически глобализация приводит к тому, что усиливается взаимодействие между всеми экономиками. Да? То есть экономическая активность преодолевает национальные границы, выходит на мировой уровень. Но на мировом уровне пока еще нет таких институтов, как национальное правительство, которое бы жестко регулировало эти процессы. На мировом уровне мы видим столкновение интересов компаний, столкновение интересов капитала разных стран, столкновение интересов стран. И, естественно, в этой борьбе часто выигрывают более сильные игроки. Скажем, либерализация, которая привела к снижению таможенных пошлин в среднем, да, привела к тому, что рынки Европы или рынки США также становятся открытыми для, скажем, стран Африки.
как рынки стран Африки открываются для американских компаний. Но вы понимаете, что в условиях, значит, равной борьбы, так скажем, формально равной, поскольку равные правила для всех, которые устанавливает в числе Всемирная торговая организация, в этих условиях выигрывает борьбу сильные игроки, американские компании, европейские компании. И поэтому многие даже экономисты называют глобализацию американизацией, поскольку в результате этой борьбы, конкурентной борьбы, выигрывают сильные игроки, в основном американские. Но здесь очень сложно говорить о том, чтобы можно было защититься от этого процесса, поскольку я уже говорил выше, что это объективный процесс, к которому нужно просто готовиться. Если говорить о международной торговле, которая сегодня очень быстро развивается, то нужно также отметить, что увеличивается торговля услугами. Увеличивается торговля услугами. Кстати, Абхазия в этом процессе тоже участвует, поскольку мы больше являемся экспортерами услуг, нежели экспортерами товаров. Мы экспортируем туристские услуги, доходы от туризма превышают доходы от экспорта товаров. И я думаю, что в перспективе эта тенденция будет наращиваться по мере того, как туристов будет становиться все больше и больше. В этом смысле мы как бы похожи, если говорить формально, похожи на развитые страны, в структуре экспорта которых торговля услугами сегодня уже начинает превышать торговлю товарами. Усиливается также торговля через интернет-пространство. И здесь, конечно, перед Абхазией стоят очень большие проблемы, поскольку мы говорим об экспорте туристских услуг, и наш основной потребитель сегодня это российский турист. Если в плановой экономике не было вопросов с тем, куда российскому туристу нужно ехать отдыхать, Крым или Кавказ, да, то сегодня любой гражданин перед тем, как поехать в отпуск, значит, открывает интернет, выходит на сайты, и перед ним открывается огромный выбор туров в направлении, где он может отдохнуть. То есть сегодня это все благодаря глобализации, да, из-за глобализации. Перед Абхазией тоже стал вопрос о эффективном участии в конкурентной борьбе с Турцией, с Египтом, с Таиландом и с другими странами, куда едут потенциальные наши клиенты. И мы на себе испытываем влияние, например, глобализации. Ну, я могу фрагмент привести, чтобы немножко понятно было, о чем я говорю. А вот, скажем, разразился мировой финансовый кризис, допустим. Вроде бы Абхазия ни при чем, Абхазия уж точно не виновата в этом, да? Но тем не менее она испытывает влияние этого процесса на себя, при том, что мы не участвуем активно в мировых финансовых процессах. Скажем, начался финансовый кризис в мире, обесценился российский рубль, упали цены на нефть. Это привело к обесценению российского рубля и удорожанию доллара. Да? Скажем, доллар стоил 20 рублей, сейчас он будет стоить 40. Допустим, в 2 раза подорожало. Поездка, скажем, в Турцию стоила $500, то есть, когда доллар стоил 20 рублей, за поездку нужно было заплатить 10 тысяч рублей, да? Когда доллар стал стоить 40 рублей из-за кризиса, тот же тур, который стоит $500 в рублях, обходится российскому туристу в 20 тысяч рублей. То есть, получается, поездка в Турцию выросла, стоимость поездки выросла в 2 раза, с 10 тысяч рублей до 20. А в Абхазии-то цены не изменились в результате этого кризиса, такие, какие были. И получается, что относительно Турции Абхазия стала дешевле. Это приводит к тому, что часть туристов, не все, конечно, переориентируется на Абхазию. Соответственно, Абхазия больше зарабатывает на экспорте туристских услуг. То есть вот я вам показал фрагмент, когда, значит, распространение кризиса привело к тому, что туристы стали ехать больше в Абхазию, Абхазия больше заработала. Или, например, информация о том, что в Китае и в Австралии в этом году была страшная засуха, и в результате этого на мировом рынке подорожала
пшеница, скажем. Вроде бы, причем Абхазия, когда в Австралии засуха. Ну, казалось бы, какие связи? В результате того, что подорожало, а в России, допустим, хороший урожай пшеницы. Вроде бы все нормально. Но неурожай в крупных странах, производителях пшеницы, приводит к тому, что предложение пшеницы на мировом рынке падает, цены начинают подниматься, и получается, что цены на мировом рынке выше, чем цены в России. Российские производители уже не хотят продавать свой товар в России, потому что за границей платят больше. Пшеница начинает уходить в Россию, цены в России начинают подниматься, и, соответственно, цены начинают подниматься в Абхазии на пшеницу. Хлеб становится дорогим, больше людей начинают покупать кукурузную муку, потому что она относительно дешевле, чем хлеб, а в результате того, что спрос на кукурузную крупу вырос, подорожала и кукуруза в Абхазии. Но я вам привел цепочку, да, как неурожай в Австралии привел к тому, что кукуруза в Абхазии стала дороже. Хотя вроде был хороший урожай на нее в этом году. Идея понятна, да? Вот глобализация приводит к вот таким невидимым цепочкам, и с каждым годом вот эти взаимосвязи все больше и больше усиливаются. Значит, еще одним моментом является то, что активную роль в процессе глобализации начинают играть транснациональные компании. Усиление позиции – это еще одна важная тенденция, усиление позиции транснациональных компаний. Что такое транснациональная компания? Это компания, которая имеет филиалы в 2 и более странах, и на их деятельность приходится более 25% от деятельности всей компании. Соответственно, если в середине 20 века таких компаний в мире было около 7 тысяч, сегодня число транснациональных компаний достигает почти 90 тысяч с филиалами в 800-850 тысяч единиц по всему миру. Из них есть глобальные компании. То есть может быть мелкая транснациональная компания. Например, скажем, головная компания находится в Абхазии, филиал есть в Адлере, филиал есть в Крыму. Да? Пусть она даже маленькая, но тем не менее по признакам того, что есть 2 филиала, и на них 25% приходится, можно ее транснациональной назвать. Но среди таких транснациональных компаний есть глобальные компании. Глобальные транснациональные компании – это такие, которые работают по всему миру. И продукцию которых знают почти все жители нашей планеты. Неважно, мы живем в Абхазии, или в Америке, или в Австралии, мы все знаем, что такое пепси-кола. Нет такой страны, граждане которой не знают, что такое сигареты «Парламент», или не знают, что такое автомобиль «Тойота». Да? То есть и число таких компаний становится все больше и больше. Вот деятельность таких компаний приводит, во-первых, деятельность компаний также усиливает процессы глобализации, но самое интересное, что деятельность этих компаний приводит к появлению более схожего потребителя. Скажем, возьмем 100 лет назад наши, скажем, дедушки, бабушки поколения, да, вот, которые жили в начале 20 века, в Абхазии очень сильно отличались от их ровесников, которые жили в Австралии или в Европе, правда? И внешний вид, и одежда, и то, что они потребляли, и так далее. В результате глобализации, деятельности транснациональных компаний сегодня ваше поколение становится намного ближе. То есть, если сейчас на вас посмотреть, очень сложно сказать, из какой вы страны, потому что одеваете международную, так скажем, одежду международных марок, пользуетесь айфонами, айпадами, да, телефонами Nokia и так далее. То есть, то, чем пользуются ваши ровесники по всему миру. Если мы говорим даже о средствах коммуникации каких-то, у вас есть доступ к интернету, так же, как у ваших сверстников и так далее. И сегодня в структуре потребления, в отличие от тех, кто жил 100 лет назад, много общего. Все вы пьете пепси-колу, ходите в кантри-чикен, да, там курите, некоторые курят сигареты известных марок и так далее. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что вот эта глобализация, которая через деятельность транснациональных компаний приводит к появлению глобальных продуктов. Очень часто мы идем в магазин, и в любом магазине мы видим Кока-Колу и Пепси-Колу.
Но очень часто бывает, что мы не видим продукцию местных производителей, хотя они работают. Да? Очень часто. Даже когда мы видим, вот скажем, к чему я хочу это привести, есть стереотип поведения, который формирует глобализация. Значит, вот образно на полке стоят Кока-Кола и местная Аха-груша, да? И мы, может, знаем, что, значит, бизнес вот этого, вот тот бизнес, кто производит вот этот лимонад, да, и знаем хозяина этого, знаем, что этот человек во время войны воевал, герой Абхазии и так далее, я образно говорю, да, и стоит его продукция, и мы знаем, стоит продукция компании Coca-Cola, американская, значит, страна, которая не признает Абхазию и так далее и тому подобное. Или там Германия, которая, значит, не поддерживает Абхазию по многим вопросам. Но, тем не менее, я не говорю, что я призываю вас к этому, я просто рассказываю, что меня обвините в национализме, не об этом идет речь. Я просто говорю о поведении, которое становится глобальным, да. Машинально берешь пепси-колу, потому что она вкуснее, тебе не важно, эта страна там признает Абхазию или нет. Покупаешь Мерседес, не знаешь, что Россия тебя признала как страну, да, Германия не признала, но ты Жигули не покупаешь, а берешь Мерседес. Понятно? Потому что это другая совсем сфера, и глобализация приводит к вот такому стандартизированному мышлению и поведению. Вот то, к чему приводит глобализация. И просто она затрагивает еще и другие сферы, о которых я сегодня не буду говорить. Сферы, связанные с ценностями, с ментальностями, с традициями. Это уже вопросы культурологов. Но тем не менее они тоже находятся под сильным влиянием со стороны глобализации и формируют, соответственно, поведенческие какие-то вещи и стереотипы, с которыми, значит, мы имеем дело. Так вот, если говорить о транснациональных компаниях, которые формируют глобальный продукт, глобальные транснациональные компании имеют доходы, превышающие сотни миллиардов долларов в год. Представляете цифру? Сотни миллиардов долларов в год. Но это такие компании, как Nestle, Toyota, там, Mercedes, Microsoft, BP и так далее и тому подобное. Каждый год публикуется рейтинг крупнейших компаний, World Investment Report, и вы можете в интернете ознакомливаться, потому что ситуация меняется, это ведь бизнес, какие-то компании вперед выходят, какие-то вниз. А зарплата топ-менеджмента годовая превышает бюджет Абхазии во многих из них. Да? Поэтому это крупные монстры, которые формируют ядро мировой экономики. И от их поведения зависит состояние мировой экономики, а в некоторых бедных странах от этих компаний зависит и состояние экономики, поскольку из-за того, что они очень сильные, мощные, они подавляют конкуренцию. Как развивается компания в той или иной стране, во многом зависит и состояние экономики. Сегодня почти 90% таких крупных компаний – это компании развитых стран. Это в основном компании США, где-то 30-35% этих всех компаний. Это компании Евросоюза и Японии. Хотя в последнее время появляются компании, которые выходят из развивающихся стран. Например, российская компания «Газпром». Да, входит в число крупнейших компаний мира, но таких, конечно, мало же. Но в Абхазии мы не можем говорить, и даже не стоит этого ожидать, что у нас появится глобальная транснациональная компания абхазская, которая будет работать по всему миру. Но, тем не менее, появление транснациональных компаний в Абхазии заметно. Скажем, компания «Аквафон» контролируется компанией транснациональной «Мегафон». Да? То есть фактически у нас есть в Абхазии сотрудники, которые работают в сети транснациональной компании. Да? Или же, например, есть Роснефть, который представлен в Абхазии также. А я уже не говорю о продуктах, которые производятся транснациональными компаниями, мы постоянно с ними сталкиваемся в любом магазине. Даже в деревне, если будет единственный киоск торговый, в глуши в Абхазии, то все равно даже там мы увидим продукции транснациональных компаний, с которыми мы сталкиваемся и которые мы финансируем, покупая, значит, их продукцию.
Дело в том, что в перспективе с такими компаниями будет конкурировать сложнее, поскольку производство становится наукоемким. Даже разработка телефонов, каких-то новых там моделей сенсорных требует колоссальных миллиардных вложений инвестиционных, которые могут себе позволить компании, имеющие сотни миллиардов долларов. Да? Но далеко не каждая фирма, понимаете, может потратить там, 50 или 100, 200 миллионов на разработку проекта, который в итоге может ничего не дать. Оказалось, что ничего не получилось. Да? Это крупные компании, которые тратят ежегодно 10, 15, 20 миллиардов долларов в год на какие-то разработки, на научно-технический прогресс. Крупные транснациональные компании контролируют уже сегодня 90% мирового рынка сырья. И развивающиеся страны, которые этим сырьем обладают, часто не могут выйти на мировой рынок, потому что рынок уже полностью контролируется транснациональными компаниями, они вынуждены принимать условия этих компаний, чтобы выходить на мировой рынок. И в мире сегодня около 20% всей рабочей силы работает на транснациональные компании. Еще одной тенденцией является постиндустриализация экономики мировой. Речь идет о том, что происходят качественные изменения в развитии самой экономики и обществ в целом. Для этого я бы вам хотел очень наглядную картину показать. Вот если здесь взять структуру экономики, а вот здесь время, да, то на ранних этапах развития человечества в основном население проживало в сельской местности, и, соответственно, главным сегментом экономики тех обществ было что? Сельское хозяйство. Да? Но по мере развития экономики доля сельского хозяйства стремится к нулю. Соответственно, здесь можно написать время по оси X, да, или же ВВП на душу населения. То есть что мы видим? По мере развития экономики, по мере развития производительных сил, доля сельского хозяйства уменьшается. Если раньше на сельское хозяйство приходилось там 90% всей экономики, то сегодня приходится 2%, 3%. Например, на Соединенные Штаты Америки, в Соединенных Штатах доля сельского хозяйства не превышает 2%. При этом США является крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства. Получается 1%, значит, удовлетворяет потребности огромной 300-миллионной экономики. Да? При этом посмотрите, что получается. Вот в той стране, где на сельское хозяйство приходится 2-3% сельского хозяйства, нет проблемы голода, а вот в этих странах, где сельское население и сельское хозяйство составляет подавляющую часть экономики, стоит проблема голода. Казалось бы странным, да, эта ситуация, но это связано с тем, что здесь ручной труд, а здесь преобладает наукоемкое производство, основанное на использовании современной техники и технологий. Дальше, здесь сверху, здесь у нас сельское хозяйство, здесь промышленность. То есть вот был период индустриализации, то есть период, когда доля промышленности в мировой экономике увеличивалась, где-то в развитых странах где-то до 70-х годов 20-го столетия. Доля промышленности увеличивалась, но потом начинается тенденция уменьшения доли промышленности в экономике. И сегодня во многих развитых странах она не превышает 20%, а может и меньше. Да? И все это место занимает что? Занимают услуги. То есть услуги являются сегодня самым главным сектором для экономики и той сферой, где, кстати, транснациональные компании начинают работать, потому что это самый динамично растущий сегмент экономики. Ведь с сельским хозяйством есть проблемы какого рода? Реализация продукции. Но все уже сыты, да? Люди сыты, там, животные на корм, все уже обеспечивается. Промышленность тоже развивается, но тоже не беспредельно. А вот это направление услуг не имеет границ. Не имеет границ, и поэтому сегодня темпы роста услуг заметно превышают темпы роста сельского хозяйства, темпы роста промышленности.
Поэтому в Абхазии мы что наблюдаем? Сегодня в Абхазии у нас, по официальным данным, около половины населения, чуть-чуть меньше половины, проживает в сельской местности. То есть, ну, можно сказать, что где-то вот здесь мы находимся, отстаем от развитых стран, но тенденция такая, перспективы развития Абхазии тоже таковы. Говоря об Абхазии, я думаю, нам будет очень интересно посмотреть на такую закономерность. Вот Мировой банк проводил исследования в 90-х годах в 140 развивающихся странах. И на основании эмпирических данных, то есть того, что он увидел, выявил следующую закономерность. Значит, если мы здесь отметим по оси X ВВП на душу населения, то есть чем богаче общество, тем выше будет, да? А здесь доля городского населения. Это я к чему говорю? К тому, что в последнее время также наблюдается тенденция, связанная с усилением процесса урбанизации, то есть переезда людей из сельской местности в городскую. Так, картина выглядит следующим образом. Вот если возьмем здесь 100% населения, то вот в тех странах, где доля городского населения меньше половины, да, то есть вот здесь находимся, нет ни одной, ВВП на душу населения очень низкий. То есть, грубо говоря, нет ни одной страны в мире сегодня, где бы сельское население преобладало, и при этом страна была бы развитой, ну хотя бы со средним даже уровнем. То есть в основном это бедные страны. Да? Значит, это является урбанизация, является необходимым условием развития экономики. Иначе нет, исключений нет. Да? Я почему хочу, чтобы вы это знали, потому что в Абхазии возникают серьезные проблемы с этим, связанные с развитием нашей культуры, самобытности. Ведь мы знаем, что колыбелью является, в принципе, деревня, да, а не город всего этого. Так, значит, развитие экономическое требует урбанизации. Но, что самое интересное, а в тех странах, где население превышает, городское население превышает половину, то есть степень урбанизации достаточно высокая, в тех странах наблюдаются и бедные страны, и богатые. То есть как-то вот так картина выглядит, да? То есть что это означает? Если городское население составляет меньше половины от общей численности населения, то это автоматически бедная экономика. То есть это необходимое условие, но недостаточное. То есть сам факт того, что теперь большая часть людей живет в городах, это недостаточно, чтобы страна называлась развитой и имела высокие показатели ВВП на душу населения. То есть вот здесь, конечно, нужно понимать о том, что если мы строим модель социально-экономического развития Абхазии, мы должны понимать, что для повышения уровня жизни и достижения более высоких темпов роста экономики нам нужна урбанизация. Но с другой стороны, мы должны говорить о сохранении нашей самобытности. Значит, наша самобытность должна сохраниться уже в городских условиях. То есть, если мы сможем сохранить самобытность в городских условиях, значит, мы сможем и развиваться, и сохранять. В противном случае у нас не будет экономического развития. Раз мы говорим о постиндустриализации экономики, мы должны понимать, что меняются и акценты. Если в середине 20 века, в 70-х годах прошлого столетия основным ориентиром, основной целью развития экономики было увеличение ВВП и, соответственно, увеличение ВВП на душу населения. Понятно, да? То сегодня этого недостаточно. Представим две страны. В одной стране ВВП на душу населения $10 тысяч, и в другой стране $10 тысяч. Где выше уровень жизни? Можно сказать, что одинаково, да? Но на самом деле сказать ничего нельзя. Потому что сегодня речь идет не просто о повышении, ведь экономика это не цель, и растущая экономика тоже не цель, а цель это повышение качества жизни людей. И поэтому сегодня в развитии мировой экономики качеству жизни людей уделяется очень большое внимание.
Качество жизни людей – это продолжительность их жизни, уровень образования, здравоохранения и так далее. Поэтому, если раньше у нас был единственный показатель ВВП на душу населения, то сегодня используется другой показатель, который отражает качественные изменения в развитии экономики. Это индекс человеческого развития. Что из себя представляет индекс человеческого развития? Вот если по ВВП на душу населения страна может быть на 50-м месте в мире, а по индексу развития человека на 80-м, да? То есть расходиться могут показатели. Индекс человеческого развития включает в себя, значит, 3 таких составляющих. Это, естественно, ВВП на душу населения. Это обязательно. Понятное дело, что если в стране ВВП на душу населения составляет $100 тысяч, как в Лихтенштейне, или как в Афганистане $120, ну, понятно уже даже без других индексов, что, скорее всего, в Лихтенштейне люди живут лучше, чем в Афганистане. Но когда сопоставимые показатели ВВП на душу населения, этого недостаточно. Второй показатель – это продолжительность жизни людей. Потому что может быть ситуация такова: в 2 странах ВВП на душу населения по $10 тысяч, в одной стране в среднем 40 лет живут, а в другой в среднем 80 лет. Да? Но естественно, что в той стране, где 80 лет живут, качество жизни выше, при том, что доходы одинаковые. Правда ведь? Значит, если говорить о продолжительности жизни людей, то этот показатель, он меняется. За последние 20 лет средний европеец стал жить на 7-8 лет больше, чем, скажем, в 80-х годах, в начале 90-х. Продолжительность жизни выросла. Сегодня в мире около 20 стран, в которых средняя продолжительность жизни уже превышает 80 лет. 84 года в Андорре, в Японии, там 83 там, в Швеции, в Норвегии. То есть таких стран с каждым годом становится больше. И все они, без исключения, развитые страны. В то же самое время существуют страны, в которых продолжительность жизни падает. Например, я вам сказал, что около 20 стран в мире, в которых продолжительность жизни выше 80 лет, и она растет. А в некоторых странах продолжительность падает, и около 15 стран в мире, продолжительность жизни которых людей, в странах, в которых продолжительность жизни меньше, чем 40 лет, 35 лет. В некоторых странах Африки 32 года. Средняя продолжительность. В Свазиленде 29 лет. Средняя продолжительность жизни. Естественно, что это тоже показывает качество жизни людей в той или иной стране. Отражает и условия быта, условия работы, медицинское обслуживание и так далее. Почему используется продолжительность жизни? Потому что по количеству врачей, по количеству больниц сложно, значит, мы же не можем о качестве судить. Да? Раз люди живут дольше, значит, в комплексе все эти факторы работают лучше. И последний показатель – это продолжительность образования. Последний фактор – продолжительность образования. Последние годы мировой экономикой предъявляются высокие требования к качеству рабочей силы. И именно образование и наука сегодня становятся важнейшим фактором развития мировой экономики. Не сколько сырье, не сколько материалы, не сколько физическая рабочая сила. Поэтому во многих странах не только государство, но и сами компании, сам бизнес вкладывает в своих сотрудников колоссальные деньги с тем, чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе. По этому показателю, значит, существуют страны, в которых средняя продолжительность образования 18 лет, 19 лет, в Индии 5 лет, в некоторых странах Африки средняя продолжительность образования 2 года. И, естественно, с таким потенциалом трудовым говорить о высоких темпах роста не приходится. Поэтому акцент сегодня в развитии мировой экономики делается на науку и образование как важный фактор экономического развития. Ну, на этом, думаю, сегодня мы закончим, потому что время ограничено, и все уже очень устали. Спасибо большое. До скорых встреч. Как
как вы говорили, глобализация касается одних из рынков, это как рынок труда. И так же, как вы говорили, как и в других странах, и в Абхазии присутствуют мигранты. Как вы считаете, на данном этапе развития экономики Абхазии может обойтись без рабочей силы, которую предлагают мигранты? И может ли экономика Абхазии заменить их? Хороший вопрос, сложный. Спасибо за вопрос. На самом деле нет такой страны, которая бы не могла обойтись без мигрантов. Да? Можно, в принципе, никого не пустить и сказать, что мы сами справимся. Другое дело, какое последствие для экономики это решение будет иметь. Это решение может привести к удорожанию товаров и услуг, которые производятся в Абхазии. Ведь мигранты, которые приезжают в Абхазию, они часто оказываются более дешевыми на рынке труда, чем местные жители. И более того, местные жители часто не идут в те сегменты экономики, где работают мигранты. Я бы поставил вопрос таким образом, что нужно не просто говорить мигранты или там местные, а говорить о сегментах рынка, в каких сегментах присутствие мигрантов может быть положительно для экономики, а в какие сегменты желательно их, допустим, не допускать. Но этот вопрос требует изучения, поэтому здесь нет ответа, что мигранты это хорошо или плохо. В любом случае, появление мигрантов, оно повышает конкурентоспособность экономики, поскольку используется более дешевая рабочая сила. Как мы знаем, экономисты вы все, что сокращение предложения приводит к росту цен, да? А рост цен, соответственно, к удорожанию продукции, снижению конкурентоспособности. Поэтому ответ такой. Нужно подходить, селективно к этому вопросу, выборочно очень. Мы знаем, что в мае 2012 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан договор, который вступит в силу в январе 2015 года о беспошлинном ввозе товаров из Российской Федерации и вывозе сельскохозяйственной продукции из территории Республики Абхазия. Как вы считаете, это плюс для Абхазии, именно для экономики Республики Абхазия, или минус? И какие перспективы вы видите для нашей республики именно в этом вопросе? С точки зрения теории экономики, любые ограничения, в частности ограничения на таможне, они отрицательно сказываются на покупателях, на потребителях. Поэтому сам факт, если было условие, при прочих равных условиях снижаются пошлины, то, конечно, это привело к снижению цен на импортируемую продукцию, но это не самое главное, способствовало бы интенсификации связи, то есть заметно вырастет экспорт и импорт, и в первую очередь импорт в Абхазию. Но там встают другие вопросы, связанные с НДС, да, которые могут усложнить эту ситуацию, поэтому вопросы, конечно, будут возникать, но в целом я считаю, что это решение правильное, поскольку весь мир идет по пути либерализации. Я сегодня не успел рассказать вам об тенденциях, связанных с интеграционными процессами. Экономическое развитие, как я сказал, требует участия в процессах глобализации. Но когда мы говорим об участии в мировой экономике, речь-то идет о контактах с конкретными странами. И, как правило, это в основном соседние страны. Почему Евросоюз формируется в единый, экономический рынок? Поскольку это соседние страны, с которыми контакты наиболее высокими. Естественно, перед Абхазией нет такого большого выбора, с кем нам, сотрудничать и в какую экономику интегрироваться. У нас два соседа, Грузия и Россия, да, поэтому здесь очень очевидно, в какое пространство мы будем интегрироваться. Другое дело, что вот вопросы, связанные с учетом НДС, они могут, в принципе, удорожать некоторые товары, которые ввозятся из Абхазии, но это краткосрочный эффект негативный, и потери таможенной пошлины тоже краткосрочный эффект. Но в долгосрочном периоде это будет способствовать развитию экономики, поскольку нахождение в одном экономическом пространстве является также фактором для привлечения инвестиций. То есть это среда, которая становится более привлекательной для тех, кто вкладывает в Абхазию. Каков уровень ВВП на душу населения в Абхазии на нынешний год и как быстро он растет по сравнению с предыдущими годами? Спасибо.
порядка $3500, я думаю, где-то 3-3,5 долларов. Но дело в том, что ведь вы знаете, что когда мы говорим о темпах роста экономики, мы должны говорить о темпах роста реальной экономики, реального ВВП. Помните, нужно учесть цены. И когда учитываются эти цены, снимаются, то темпы роста становятся не очень большими. Мне очень сложно сказать, потому что официальных данных нет таких. Я могу только предполагать. Но мы же знаем, что мировая экономика в среднем растет на 3-4% в год. Если темпы роста составляют 10-12%, то это экономическое чудо. Но я полагаю, что мы не в районе чуда находимся, поэтому темпы роста будут где-то, наверное, 5-7% в реальном выражении. Скорее всего так. Но опять же, это моя оценка, потому что все-таки такие вещи публикуют официальные органы власти, где статистически отражаются те изменения, которые происходят в экономике. Но во всяком случае можно посмотреть Абхазию в цифрах, в номинальном изменении можно найти, в реально это надо пересчитывать с учетом цен, что у нас не делается. Вы так много говорили о глобализации, о положительных ее чертах, но глобализация также имеет и отрицательные такие черты, которые вызывают опасения, которые, в общем, по многим мнениям, это, в общем, скрытая такая угроза. Что вы можете сказать по этому поводу? Очень правильный вопрос. Конечно же, глобализация несет и в себе и угрозы. Была очень интересная передача, я смотрел о глобализации, точно такой же вопрос задавали ведущему. Мне понравилось, как ответил. Он сказал, глобализация это как нож. Можно икру намазать на масло, можно себе пальцы отрезать. Да? То есть речь о чем идет? Глобализация это всего лишь процесс, это возможности, и нужно уметь воспользоваться этими возможностями, пользоваться, извлекать выгоду. Если нам удастся понять, что происходит в мире и как эти процессы отражаются на Абхазии, то, конечно, глобализация тоже станет фактором развития экономики. Можно много пользы для экономики извлечь, а если просто сидеть и ждать, когда она сама, эта глобализация или этот процесс накроет нас, то перспективы будут не очень хорошими. Особенно это касается даже не сколько экономики, а сколько не экономических аспектов нашего развития, нашего общества, связанные с нашей культурой, с языком и другими вещами. Здесь на самом деле очень много проблем, которые возникают, и это можно воспринимать и как угроза в случае бездействия. Потому что это такой процесс, от которого нельзя оградиться. Вот что самое страшное в этом процессе, что глобализация настолько объективный процесс, что вне зависимости от того, как бы мы к нему относились, оградиться невозможно. Можно либо подготовиться к нему, адаптироваться к этому процессу, либо просто ждать и смотреть, когда эта волна нашу экономику и наше общество накроет и сделает из нас совсем другое общество. Вопросы были очень грамотные, замечательные. Спасибо, студенты экономического факультета. Мы сегодня послушали, конечно, очень интересную лекцию. Кажется, у Вебера есть такое высказывание, что если ты не займешься политикой, она тобой займется. То же самое, если мы не займемся экономикой, она нами, конечно, займется. Лекция Беслана Владиславовича – это свидетельство того, что нам надо сделать очень много для того, чтобы создать свою национальную экономику, и для того, чтобы в полголоса стыдливо не говорили о своем нулевом экономическом вкладе в мировую экономику. Будем надеяться, что все это у нас в перспективе, тем более, что у нас много хороших экономистов, специалистов, у которых есть хорошие мысли. Я надеюсь, что эти мысли, эти взгляды, они будут востребованы. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо вам большое.